утро, ребята. Ну что, ночка прошла, блин, махом вообще. Отлично спалось, в избушке очень тепло, до сих пор вот протопил вчера вечером. Минус 15 где-то давит. В общем, нормальная изба у Геныча. Все четко. Заправил мотособаку, греется. Все, ребята, собираюсь на проверку. Так и договорились, Геннадьевича еще нету, но он говорит: Андрюх, утром езжай, день короткий. Сегодня тоже небольшая проверка. Но еду на дальнее озеро, вот куда мы ездили уже сутки, там стоят жерлицы без проверки. Будем посмотреть, 21 жерлица на гальяна. Ну и заскочим, посмотрим комбайны, это обязательно. А так уже будем посматривать, ребята. Ну, мне идет на тычке налим. Лед еще слабоватенький, чтобы по реке где-то барахтаться. Ну и пока вот так, пока вот такая рыбалка. Ну, до этого у Гена ловилась, вот попал я вот так, ребята. Просто перестал он клювать. Так бы, конечно, половили бы на тычки, еще бы поставили рядок тычек. Но нет, ребята, нет результата. Ладно, я еду, вот рассвело только буквально. Помчали. Сегодня поеду на Генином урагане, прокачусь на этой технике, посмотрю, как она вообще себя ведет, потому что ни разу не ездил на ураган. Что, взял самое необходимое: печню бур, сумку под жерлицы. Попробуем. Поедем потихонечку. За стеклом непривычно, ребята, не ездил еще за стеклом. Стекло мороженое, ничего не видно. Ладно, полетели. Буранка, ребята, в критическом состоянии, разбитом, потому что тут и на лошадях ездят рыбаки. Короче, буранка вот такая вся убитая. Вот видно следы от лошади. Такие дела. Добрался, ребята, до незамерзающей воды. Помните, когда летом здесь был? Останавливался возле вот этого гейзера, показывал. И вот смотрите зимой, как он. Сейчас даже выйду, покажу немножко поближе. Когда-то лет 70 назад, как говорил Гена, рассказывал, здесь искали нефть, но нефть не нашли. А вот такой ключ, родник, пробился. Сидит кулик болотный, гуляет здесь, кормится. Чистая вода, наичистейшая. 70 лет непрерывно бьет. Красота, конечно. Вот как-то так. Ладно, продвигаюсь дальше. Иду вдоль реки, местные уже на реке работают. Все ждут, ребята, налима. Но налима нету. Точнее, он есть, его здесь очень много. Хороший крупный налим. Но он просто не берет. Местные все рыбачат, все на палках, все с утра уже ранним на месте. Но нам немного дальше. Вот и куропаток, ребята, смотрите, видите? Очень много куропаток поднимается, пока едешь. Вчера с Геннадьевичем 3 штук подняли. Сегодня я уже 2 поднял. Вот по этим кущам они лазят. Ну так сдалека увидеть невозможно, только в упор. Но подпускает тоже так неплохо. Ну вот, ребята, стоит коняка. Привет, красотка. Ой, ты какой красивый. Вот у кого-то железный конь, ребята, у кого-то самый настоящий коняка. Решил, ребята, сначала съездить на дальняк, забрать жерлицы.
от этого места еще километров 7, наверное. В общем, сгоняю пока туда. Сколько куропаток ходит, ё-моё. Ладно, полетели. Ну здравствуй, озеро. Чем порадуешь? Чем порадуешь, озерко? Ах, ребята, морозик на реке прям так чувствуется, жмет прям капитально. Ну что, прокатился, ребята. 13 километров получается, где-то говорит, до сюда. В общем, очень понравился, ребята, модуль. Кресло, вот эта спинка. Блин, вообще сидишь просто как, я не знаю, как в офисе каком-то. И вот эта пружина на модуле. Ну прям отрабатывает. Едешь плавненько, бураница совсем такая неважная. Плюс замерзшая, долбит. А тут едешь мягенько. Я вот просто сейчас понимаю, когда вот 2 дня, 3 дня ездил в корыте, как меня там долбило. А Гена тут сидит вообще, даже ни усом не шевельнет. Красота, мягенько. Прям шикарный модуль. Вот мне очень понравилась эта пружина, мягенько. Вот это самое главное. Немножко стекло, не привык я, потому что от него не видно нифига, а вот приходится буранку ловить, вот так надо из-за стекла выходить, смотреть. И вот курок газа слишком далеко, вот рука в таком положении. Я вот привык, у меня курочек маленький был, не забываем, еще на дне, ребята, лежит бедолага мой. А так все четко. Ладно, пойдем посмотрим. Вижу, вроде сработки какие-то есть. Будем посмотреть. Так, окуней никто и не съел. Так, ребята, та сторона получается. Не видно, конечно, еще. Та сторона вообще вроде, ребята, не сработала. Хотя там вот глубина хорошая пошла уже отсюда. Сужение такое. Гена говорит, прям по центру, Андрюха, делай. Потому что сужение, да, ребят, вроде ни одной сработки. Охренеть, 11 штук ряд идет. Вроде ни одной. Но вот здесь получается на меляке. Раз, два, три. 3 сработки. Вроде как солнца не видно. Не знаю, вот тут рядышком может одна щука задела другую и как бы сработали. Так бывает часто, когда рядом стоишь. Ладно, давайте посмотрим, что и как. Одна из сработок. Леска есть. Вроде есть щука, ребята, есть щука, щука. Щука тут перехлёст. Тут перехлёст, оказывается, ребята. Вот дела. Так, здесь перехлёст. Сейчас узел сделает. Сразу потащил. Узел нам не нужен. Так, нам лунку будет сразу надо убить. Луночку удолбим мы сейчас. Красиво все сделаем. Вроде, ребята, закапало. А лунки подстыли немного. Немножко подстыли. Но это вроде не особо сильно.
Так, ладно. Достанем огурик. Не знаю, там какой крокодил. А вдруг крокодил. Ох, что делать, смотрите, ребят. Поперло. Тащит. Стой, стой, стой. Опа. Сюда иди. Ребята, это походу крокодил. Или нет? Или да. Ну что-то рывки прям, ребята, очень страшные. Что делать, смотрите. Ох. Ох. Лунку не хочет заходить. Стоп. Опа! Есть контакт. Не крокодил. Ну отлично, ребята. Трешка, наверное. Ну да. Озерко-то еще кормит. Ну вот, я тут и на жалицах отстрелялся. Был перехлёст, оказывается, ребята. Я думал, вымотки нету. Сколько прошло? Сутки. Когда она взяла, не знаю. Ну, бодрая такая, хорошая щука озерная. Отлично. Гальянчик отработал на ура. Вон, смотрите, ребят, что. Где двойник? Двойник просто в пасти, в заглоте. Просто заглотила его. Сожрала в шахту капитально. Сейчас будем доставать. Но трехи, наверное, нету. Но в районе, ребятки, трешки. Блин, засасывает и засасывает туда его. Засасывает и засасывает туда его. Зубатая мамашка. Опа. Есть. Вот она, ребята. Принцесска-то. Красота. Хорошая. Ну что, ребятки, вот первый чукарь. Стой. Опа. Пока не замерзла, ребята. Вот она, красотка. Ну, хорошая щука. Не спорю. 20 с лишним к 3 килограммам. Есть контакт. Так, у нас еще 2 сработки. Ну вот тут где-то, говорит, близко не ставь. Здесь глубина, не знаю, ну может с подо льда сантиметров 70. Ставь, говорит, по центру, близко не ставь. Там, говорит, трава. Трава, вот ее видно. Ну вот, близко не ставь. Это причем самая близкая желица вообще к берегу. Вот она, ребята. Результат. Огонь. Так, ну что, идем дальше. Вот видите, ребят, ряд я продолжал. А потом думаю, дай-ка я вот зайду туда, к берегу. Вот берег, вот. Вот получается сработка. Гена говорит, отходи. Ну, в целом, еще, ребята, сработка. Полная вымотка. Прям шикарно. Вот у меня палочка, вот эта шумовка, походу, сейчас разлетится. Потому что вообще сколько она сейчас продержится, не знаю. Ну что, ребята, пробуем. Есть щука, есть рыба, ребят. Тоже что-то натяг хороший. Там по траве где-то затянуло, что ли.
Вот пошла. Нет. Ребят, тоже хорошая щука, я вам скажу. Пошла. Щучка просто траву завела. Капитально. Щурок вообще. Щучка не крупная. Вот такая. Ага. Ребят, смотрите, что было. Ё-моё. Так тут монстр живет. Ее держала вообще здоровая щука. Смотрите, ребят. Поперек. Поперек щука здоровая держала. Сейчас или выплюнула, получается, или что. Но раны, смотрите, какие. Ё-моё, это как минимум здесь 5, а то и 6 ее держала. Да, смотрите, даже жерлица, ребят, сломанная. Это получается, как тут что творилось. Охренеть, смотрите, ребята. Щучка-то такая грамм 300-400. И просто поперек вот такие раны. Вот какие зубы. Ни хрена. Озеро. Щучка еще живая. Озеро-то таежное. Не озеро, а болото какое-то. А монстры какие живут. Тут монстр живет. Значит. Там какие-то из жерлиц. Надо вот тут ряд еще поставить сейчас будет. И будет шикарно. Но там вот сработок нету. А здесь вот в этом пятаке какое-то движение идет. Надо будет те жерлицы какие-нибудь переставить сюда и поймать вот этого дракона. Да, здоровая щука просто тут гуляла. Охренеть, блин. Ну, изначально непонятно было. Тяжесть была очень сильная. Потом полегче. Потом, видимо, трава. А потом я просто сейчас смотрю и в шоке. Что происходит, ребята? Да, живет тут монстр. Надо его ловить. Надо его выловить. Ни хрена себе, что он тут вытворяет. Опа. Ну вот. Да. Порезы, конечно, вообще мощные. Но это 5, как минимум, 6 кидается на такую щучку. Жолится, ребята, аж с ножки выдвинул. У нас работка еще. Может там кто есть интересный. Ну что, 3-я сработка. Полная вымотка также, ребята. Тут, походу, завела куда-то, потому что трава не идет. Что-то вроде пошла. Ну, чувствуется, трава рвется. О, все. Цепилась. Вообще ничего не чувствую. Ух ты, блин. Ну что такое было? Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Ни хрена не понял. Оторвано вообще. Во дела. Во дела. Ну, запаска-то есть, все поставлю. Запаска есть, все поставлю. А что ты даже ни рывков там, не понял даже, как порвалось-то. Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Да. Ну что тут попахивает, ребята, хорошим делом, мне кажется. Такие раны
Это того стоит, чтобы жерлицы еще остались на сутки. Пускай еще отрыбалят. Сегодня заяц бегал. Свежие следы. Вот. По пухляку непонятно, ребята. Вот на буранку заскочил. Смотрите. Просто броневик, а не заяц. Следы как у собаки, блин. А глаз как у орла. Прошел зайчиха. Гуляет. Косачей видел. Но сегодня куропаток не поднял. А так. Места дикие, ребята. Охота, рыбалка. Здесь можно жить. Заниматься своим любимым делом. И добывать что-то. Так, ладно. Печня, бур. Погнали. Отдам майночку. Что-то окуня никто не поел. Так. Ну, достаточно. Немножко водички. Опа. Так, ну что, сколько возьмем? 3 штуки точно надо, да, ребята? И получается, возьму одно вот так на запас. Опа, все. Вот 4 штучки взял. Ну, сейчас буду переставлять, может кто-то замерзнет или кто-то сдох. Ложится обратно. И жутся обратно. Вот так они и живут, ребята. Гальян. Классная рыба. Налим, говорит, ее Гена тоже любит. Вот шикарно. Так, ладно. Заряжаю, которые сработаны. Тут надо монтаж еще сделать. Так, и вот, в общем, сработка. Там, получается, ребята, я бахну. Там, наверное, бахну. И вот в том месте тоже. Сюда выйду. И к берегу выйду. Рядом поставим. Ну и как-то так. Потом пройду по всем. Отдолблю немножко. Засыплю заново. Ну и потом будем посмотреть. Погнали. Да, так немножко промерзли, конечно. Ну вот трава, что, ребята. Траву поставил. Раз, два, три. Вот глубина. Вот лед. Ну так и есть. Сколько? Сантиметров 70. Из-под воды. Поводки, конечно, мне не нравятся. Одна щука. И на выброс, блин. Одна щука и на выброс. Ну что, дружок, давай, работай. Опа. Так что не стесняйтесь, ребята, в меля ставить. Все, эта тема работает.
Ну, обильно засыпаем. Обильненько засыпаем. Вот хорошо, вот если на ночь оставлять большие жалицы, я имею в виду поднятые, всякие трансформеры. Вот такие маленькие, их не очень удобно засыпать, потому что катушку засыпешь и все. А так, считаю, у вас монтаж поднят весь, ну, я имею в виду катушка с флажком. А чашку эту засыпал горочкой хорошо. И уже на 2-3 дня оставил. И не боишься, что там промерзнет что-то. Так, и здесь поставить надо все новенькое. Двойнички. Поводки. Поводки вот эти больше брать не буду. Щука и все. В дугу весь, блин. Так, и что там у нас? Грузик нужен, да? Ох, погода, ребята. Мороз. Красота, блин. Так. Ну что, оливка, десяточка. Как обычно. Петля, поводок, двойник. Застежку я убираю. И просто пользуюсь петелькой на поводке. Вот здесь обрыв, ребята, обрыв, вот по этому узлу, скорее всего. Леска 35 у меня здесь. Где-то 0,4, где-то 0,35. Ну, на 0,35 на 5 700. В прошлом году щуку, ребят, я достал. То бишь, леска, в принципе, выдерживает хороших размеров. Но здесь, походу, был такой удар, что просто оторвало нафиг. Застежку вот эту я убираю. Просто пользуюсь. Двойники, кстати, ребят, блин, сейчас не скажу какие, но двойники классные. Вообще четкий двойник. Нержавейка, классно. Классная заточка. Просекает прям. По зубам щуки давал и просекает прям зубы. Классные двойники. Вот так ложу их тут в сумочки. На запас у меня здесь. Сумочка, правда, уже подразлетается. Ну и все, вот так все это выглядит. Раз, два, три. После этих майн лунки кажется, что какие-то не лунки, блин. Хотя лунка 130-я. После этих майн здоровых. Прям как-то непривычно. Так, ну что. Продолжаем. Давай, дружище. Рыбач. Опа. Блин, прилипает махом сразу руки. Раз. Все, пошел. Давай. Ну вот. Готово. Сейчас бурюсь. И добавляем. Блин. Промерзла, ребят. А вот эта штука у меня сейчас, походу, не выдержит. Опа. Так, ребят, положу в ведро. И уже там поставим. Что-то тут копал, ребята. Зайчишка прыгал, ищет кушать. Все хотят кушать. Это точно. Ну все, дело сделано, ребят. По лункам прошел. Корочка небольшая есть. Льда почистил. Все равно как бы сопротивление лески есть. Ну что, собираю плоды. Плоды есть, в принципе. Но могли бы быть поинтереснее, я так думаю. Ну ладно. Ну да, то, что тут творилось, это, конечно, ужас. Собираю.
и уматываю. Едем на комбайны. Смотрим, что там у нас. Вот, конечно, хороша торпедка. О, сволокушу целую. Щука. Нормально. Махом все замерзает, блядь. Хороший морозик тут. В деревне не такой мороз был. Тут прям жмет, ребята. Так, ну что, это озеро, ребята, было так, знаете, ставочкой. Ставочка сыграла, есть трофей. Мне кажется, что это в районе трешки. Хорошая щука, на зимняя, на жалицу. Я думаю, трешка это даже на Печоре ценится. Ну, здесь мало кто так рыбачит. Именно вот такими жалицами. Но живет здесь поинтереснее рыбка, ребята. Не знаю, сделал сейчас перестановку. Дай бог попадется. Ну, приехал, солнышко было там. Уже видите, ребят, как все это быстро. Хотя время еще к обеду только. Ладно, едем на комбайны. Комбайн, в принципе, каждый день рыбку давал. Посмотрим, что сегодня. Ой, красота, ребята, смотрите какая. Вот такую красоту только рыбаки-охотники видят по-любому. Мороз где-то за 25, наверное, давит. Начались морозы. Но зима уже в полном разгаре. Красота просто. Ну, здравствуйте. Что-то, ребят, тишина. Там вот как будто загнут вот этот крайний. Но мне кажется, что нифига. Ничего интересного. Нифига. Не работает тут место. Не работает. Ну что тут у нас? Комбайны замерзли. А лунки? Что-то лунки тоже, ребята, уже так подмерзать начинают. Луночки-то тоже подмерзают уже. Так, сейчас возьму печню. Печню это одолблю немножко. Пошевелю. Опа, тут-то есть что ли, ребят? А это лед. Лед такой, что ли? Это такой лед. Да, лунки подстывать начали. Никто не хочет. На Печоре стало просто тишина. Да. Тишина, ребятки. Ну ладно, что поделать. Ничто не поделаешь. Прошелся, ребята, ну даже не поедено. Сегодня вот получается первый раз, как комбайн вообще ни одной рыбки не принес. Да, слабенько. Ну это понятно, рыба тормознула просто. Потому что яйца, тут его просто очень много, и он на малявки попадается. Здесь на вкуснейших червей, я думаю, бы из 5 какой-то бы все равно стрелял. Не сказать, что место не перспективное. Гена говорит, Андрюха, место, где здесь перспективно не может быть, потому что он говорит, везде этот ясь. Ну, тут даже харис попался в целом. Ну, как-то ну так. Палки, естественно, я проверять сегодня не буду, ребята. Сегодня вот выход такой был у меня. Проверил жерлицы. Жерлицы хоть немножко дали рыбки. Ну, опять же, все штучное. Нет такого вау. Ну,
попал, ребята, не вовремя немножко. Еще раз говорю. Но опять же, мы не за рыбой сюда едем. Мне не надо рыбу, прям целую гору. Немножко рыбка поклевывает, и ладно. Просто охота была, конечно, вам показать, какие рыбалки на севере бывают. И так далее. Ну ладно. Местные, смотрю, базируются. Сегодня они расставляются. Вот выше Гены. Все-таки люди рыбачат, они не сидят дома. Все стараются поймать Никодима Печорского. Ну как-то так. Где-то приедет сегодня вечером, наверное, и в общем поеду я домой. День короток, ребята, просто вообще не хватает времени. Сейчас пока доеду, растоплю печь, приготовлю что-нибудь покушать. Как раз Геннадьевич приедет. В общем, сегодня прокатился нормально. Ладно, ребята, поеду. Дычки трогать сегодня не будем, да и бессмысленно их долбить каждый день, что они рыбу не дают. Лучше вот реально 2-3 дня давать и уже приезжать уже с какой-то там надеждой. Живец он плавает, налимчики висят мелкие на крючках. Они могут поймать бонуса, конечно. Ладно, погнали. Смотрите, только куропаток, ребят, поднял. Охренеть. Вон туда в кусты сели. Охренеть их сколько. А проезжал не было. Да, куропаток очень много. Стреляй прям не хочу. Вот в этих кустах и сидят. Замерзла руна. Ох ты, красотка какая. Все скушала уже, да? Сейчас дам тебе сено. На, кушай. Опа. Кушай, родная, кушай. Пока твои хозяева придут, вечер настанет. Давай, крепись. Ну вот и деревня, ребятки, добрался. А вот и милый дом. Массу выключаем. Все. Прибыли. Прибыли, ребятки. Так, ну что у нас? Общий улов пополняется. С Геннадьевичем. Сегодня пополнился и щукой. Вот у нас вот есть хариус, ясь, налим здоровый. Сейчас щучка. Еще, ну, правда, не залазит, но ладно. Как-то так, ребята. Прокатился, ребят, на урагашке. Понравилась мне техника. Ничего так. Модуль мне очень понравился, конечно. Сидишь, прям вообще кайфуешь. У меня же все же вот на моем утопленнике, ну, там рама жесткая, и получается нет вот этого. Как бы чувствуешь удары, да, есть какие-то жесткие. А здесь прям реально чувствуешь, задние сани прыгают, а ты сидишь прям на пружиночке вот этой, прям вообще. Это вот производителем, прям не знаю, зарисовочка такая. Круто работает. Вот эта вещь. Деревня, смотрю, топится. Мороз стоит. Ну, Геннадьевич к вечеру приедет. Что у нас? Как раз солнце садится, ребят, успел.
3-4 часа и все. Хорош. Охренеть. Топим печки, как обычно. Готовим кушать. Что-нибудь приготовлю вкусного. Сейчас посмотрю, что у нас там есть по продуктам. И ужин приготовлю, как раз Геннадьевич приедет. А у меня уже все готово будет. Тепло в избе. И на столе уже накрыто, налито. Ладно. Такая рыбалка сегодня, ребят. Ничего, пойдет.